Здравствуйте, уважаемые наши подписчики и читатели. Позвольте представить вашему вниманию очередной подкаст, который посвящен одной из актуальных тем на сегодняшний день – это экология. И сегодняшним нашим гостем является Альменова Елена Сериковна. Расскажите, пожалуйста, о себе, о своей деятельности, чем вы занимаетесь. Я волонтер «Тебе дыши», которому в этом году будет уже 5 лет. Мы уже официально зарегистрированы, у нас все официально. Мы занимаемся экологией «Тебе» на бесплатных началах, на своих силах. В данный момент у нас есть питомник, который нам выделил Акимат, где мы сажаем деревья для города, бесплатно предоставляем. Там же мы работаем все без оплаты, все своими силами, в свое свободное время. Его организовал 5 лет назад Евгений Лазарчук. Просто в чате WhatsApp, в Instagram была публикация, что он очень сильно переживал то, что у нас город спиливает деревья абсолютно везде, уничтожает всю зелень. И он написал в чате: давайте создадим группу и будем как-то защищать наши деревья. И вот так вот мы добавились все туда. Теперь мы большая дружная семья, в которой уже в этом году 5 лет. Мы вместе выезжаем, сажаем деревья, расчищаем по выходным, расчищаем родники. Если где-то идет незаконная вырубка дерева, тоже приезжаем, вызываем милицию и вот пытаемся таким образом спасти нашу экологию. Ваша деятельность очень полезна для нашего города, я думаю. Благодарю вас от своего лица и от нашей библиотеки за такую активную деятельность, активную позицию в нашем городе. Первый вопрос – это насколько грязный наш город Актобе? Какова экологическая обстановка у нас в городе? Актобе входит в список один из самых грязных городов. К сожалению, это мой любимый город. Это наша родина, но когда ты выезжаешь в другие города и возвращаешься в Актобе, ты понимаешь, что у нас нет деревьев, у нас ужасная пыль. Поэтому, к сожалению, мы все-таки остаемся одним из грязных городов. Понятно. Городов. Что является основной причиной загрязненности воздуха? Основной причиной, конечно же, деревья. Конечно же, деревья это материал школьный, в котором мы все изучали, что дерево удерживает пыль, прохладу. Кислород нам дает. Почему сейчас стало жарко ходить по аллейкам, по тротуарам? Почему сейчас так сильно печет солнце? Потому что нету этих деревьев. Потому что абсолютно спиливают предприниматели, спиливают парикмахерские, чтобы было видно вывеску. И поэтому. Хорошо. Сегодня мы знаем, что в нашем городе и повсеместно по Казахстану проходит акция по санчистке городу, по субботникам, да, экологическая акция, которая называется «Таза Казахстан». И у нас в городе объявлен двухмесячник по санитарной чистке города, в рамках которой проводят субботники и акция «Чистый четверг». Как вы думаете, насколько это оправдано? Я имею в виду, есть ли эффект от этих субботников? Этот эффект будет одноразовый, потому что одни люди не должны убирать за другими. Получается, одни ссорят, другие убирают. Соответственно, вы понимаете, что они все равно нас ссорят. Конечно, двухмесячник – это хорошо, город станет чуть-чуть чище, но опять же все вернется в то же русло, какое было. Поэтому, прежде всего, нужно начать с себя, нужно не бросать мусор, убирать за собой, учить своих детей. И, соответственно, как хозяйка, как мама, вы понимаете, что если вы один раз на кухне уберетесь, там к вечеру не может быть чисто, потому что вы кушать готовите, вы будете что-либо делать, в конце концов просто пыль появится. И, соответственно, так и у нас в городе. Это, конечно, хорошо, но это временный эффект, ненадолго. Чтобы наш город стал чище, должны работать акимат, должны специальные службы работать, которые должны убирать, дворники должны быть. Вы заметили, сейчас нету дворников? Я не вижу дворников. В свое время, когда я ходила в школу, я видела дворника, который убирал листья, убирал там мусор, убирал все это. Сейчас
Вот я живу на ССД, у нас КСК рядом, и вот я там действительно вижу дворников, которые каждое утро убирают. Вы знаете, они даже убирают мусор возле машин. Наши же жители паркуются, потом она там поставила мусор, села, забыла, уехала, либо специально оставляет. И моя, вот наша КСК женщина, часто я проезжаю, вижу, как она, я с ней разговариваю, она идет, поднимает бутылки и выкидывает. Мы убираем за своими же соседями. При том, что у нас есть дворники, и наш двор относительно, считаю, чистым и Благоустроенным. Да, поэтому нужно, чтобы службы работали, убиралась пыль, были дворники, убирались листья, и будет тогда чисто. Ну и плюс зависит все-таки от жителей. От горожан. Да. То есть основная часть ответственности, наверное, лежит на самих горожанах. Ну, конечно. В каком состоянии будешь сохранять свой город вокруг чисто себя? же не там, где убирается, вот Да, мама говорила, а там, где не ссорят. Там, Да. где не ссорят, там будет чисто. А сколько не убирай, бесполезно. Мы, например, выезжаем в выходные летом, все лето на родники расчистку. Каждый раз, когда мы приезжаем на родник, мы часа 2 тратим, мы берем мешки, мы тратим то, что мы убираем свинарник. Мы убираем, собираем бумаги, памперсы, еду, мы собираем все, что угодно, там чего только не найдешь. Мы собираем до 20 мешков мусора, вот это все в кучу, потом Евгения звонит в акимат и просит там, чтобы приехала «Газель», либо частный, кто из волонтеров приезжает своими силами, это вывозит. Приезжая туда через неделю-две, мы наблюдаем абсолютно ту же картину. Поэтому вот и вся суть. Одни ссорят, другие убирают. Что ж, спасибо большое, Елена Сериковна, за ваше участие, за выделенное время нам, за то, что поделились такими насущными, актуальными проблемами, я думаю. И думаю, что с помощью нашего подкаста сегодняшнего мы, наверное, хоть немножко достучимся до наших горожан, попросим их сохранять нашу экологию. Все-таки мы здесь живем, это наш любимый город Актебе. Да. И хотелось бы также напомнить нашим читателям, подписчикам, что у нас в нашей областной библиотеке имеется большое множество книг, посвященных именно сегодняшней теме экологии на русском и казахском языках. Так что мы можем предоставить вам книги на любой вкус. Спасибо большое еще раз нашему сегодняшнему Можно я тоже гостю? пару слов добавлю? Да. А я приглашаю всех жителей к нам добавиться в чат. В Инстаграме есть страничка «Актебе дыши». Есть в WhatsApp чат «Зеленый патруль», где мы публикуем наши выезды на природу, наши посадки, все. Если вы горите желанием, приходите, нам помощь очень нужна, особенно мужского пола, потому что у нас очень много женщин, к сожалению, а там нужна физическая мужская сила. Поэтому приглашаем всех тоже. Ну что ж, спасибо большое за предложение. Надеюсь, среди наших подписчиков и читателей найдутся такие волонтеры, которые смогут принять участие в озеленении, в очищении нашего города Актебе. Уважаемые читатели и подписчики, позвольте напомнить, что по данным постам вы можете оставить свои предложения по поводу следующей темы нашего подкаста.